прошлом видео показывал, сушина там свалилась. Здесь такую дорожку прорубил, вот эти кустарники. Вот, как классно получилось, можно подъехать на УАЗике. Несмотря на такое расстояние, ребят, чем на спине таскать, лучше на УАЗике. Вот. Здесь уже немножко, получается, спилил сучья, очень толстые сучья, и самое главное, они у елки самые очень жесткие. Просто вот, скажем, если топором рубить, ну кто рубил, он понимает, что такое сучья у елки, или саму елку, если так вот полностью рубить, это очень хороший топор нужен, и очень много сил и энергии потратите. Вот, сейчас потихоньку буду шинковать на чурки, вот так, и что возможно, думаю, основное здесь смогу я спилить. Самое главное, чтобы пила хорошо отработала. Ну и если все удастся спилить, я вам, ребят, расскажу, что за ремонт был. Уже полностью там поговорим насчет пилы Husqvarna 340. Это 20 лет назад я покупал, до сих пор пилит. Все спилил до конца. Конец уже с корневой стороны как бы гнилые чурки. Там получается одна береза и сушина вместе свалились. Вот. Заправка хватило, я думал, больше заправки тут, но у Husqvarna бак больше, чем у Чемпиона. И он помощнее, резвее пилит. Ну, я немножко вам поснимал, как он. Просто мощь. Ты в руках держишь, я не знаю, очень... После Чемпиона есть разница, Чемпион и Husqvarna 340. Чемпион тоже как бы пилит потихоньку, но он тоже вообще идеальная пила. Для похода он наполовину легче, чем вот этот. Вот. Ну что сказать, ребят, я уже давно не показывал Husqvarna, пару лет, наверное, года 3 не пользовался этой бензопилой. Ну, в основном перешел я на... Расскажу, как все было. В общем, ребят, я перешел на Чемпион. Из-за того, что он легкий, тоже как бы экономичный. И, ну, как экономичный? И вот если сравнить с Husqvarna, Чемпион чуть-чуть прожорливее. Чуть-чуть разница есть. Вот. Но я этим не пилил из-за того, что он, можно сказать, не работал. За 20 лет, ребят, я только поменял расходный материал. Это шина и этот, как сказать, ведущая звездочка. Ведущая звездочка. Из ремонта было, меняли у меня тоже местные мастера с нашего села. Это сальник коленвала с подшипником. Он вместе идет в сборе. Вот. Как-то он начал тоже орать непонятно как и глох. Вот.
Потом работала бензопила, хорошо, все работало, чики-пики. У меня текло масло с масляного бачка. Ты поставишь пилу, вот просто он самотеком шло и шло. И сейчас я, когда отнес на ремонт бензопилу, что, говорит, ты в бочке с отработкой, говорит, там купал эту бензопилу или не? Что? Я говорю, нет, у меня течет там. И я, знаете, что делал? Я бензопилу, когда ставил, я вот так оставлял в гараже, вот так. Думал, что так я поставлю, и самотеком отверстие где-то будет сверху, и он не будет течь. Да нет, нифига. Он, оказывается, и вверх ногами тоже текло вот это масло. И а сейчас у меня была причина неисправности. Я, в общем, начинаю пилить, и обороты он терял, как будто топлива не хватает. Отнесли, в общем, на ремонт. Первое, что они увидели, это шланг где-то от масляного бачка отошел, или что-то там они на герметик поставили. Вот. Дальше они еще сделали от магнито, от катушки зажигания, что-то, какой-то провод тоже там что-то сделали на герметик вообще. И у них все, бензопила работает, все ништяк. Я домой привез, я думаю, проверю. Возле дома там чурки несколько пропилил, там попилил. Вроде все работает. И они сказали, что возможно еще катушка зажигания, говорит, что-то там неполадки. Третья причина, основная причина может быть. Я пилю дома, тыры-пыры. И какой-то прекрасный момент у меня бензопила также начала, как бы, я начинаю пилить, и он просто обороты терял. Я опять им звоню, говорю, что-то не то. Вот. Мастер пришел ко мне, приехал, вернее. Я говорю, сейчас вот я покажу тебе, как он. Я завел, начинаю газовать, и как будто вот все, и глох. И начало глохнуть. Он на подсосе заводится, начинаешь газовать, он глохнет. Все понятно, говорит, нехватка топлива. Я сразу и подозревал, что у меня что-то с карбюратором не то. Вот. И в общем, второй раз они разбирали, и где-то бензошланг, что-то какой-то подсос шел на бензошланге в сторону карбюратора, который идет где-то вон там. В общем, немножко бензошланг вроде укоротили. Сейчас вот фурычит, работает, все нормально. Вот. Так что подозревали катушку зажигания, а оказывается, все было дело в обычном подсосе воздуха, шланг. Ну, в общем, не хватало, что там какой-то бензин не хватал, и он глох. Сейчас он работает. Вот какие чурки, и я не почувствовал, что он где-то задыхается, что-то не хватает ли ему, обороты что-то он теряет. Нет, он просто идеально хорошо работает. Конечно же, по ходу я, как и брал, и буду брать в основном чемпион. Это будет так. Но дома уже как привезут, скажем, дрова, лесовоз, я уже буду пилить вот этой мощной пилой. Старушка, но и еще один момент такой. Сейчас расскажу. Я не буду озвучивать уже сумму ремонта, но еще, говорит Олег, надо поменять катушку зажигания. Там может быть, возможно, там причина. И это, говорит, уже сумму будет входить, закажем и уже бесплатно тебе, если что, поменяем. Вот так мне сказали. Так прикинул, опять там 1500
запчасть покупать, 1500 катушка зажигания. И у меня ремонт становится дорогим. Как туда деньги, сюда деньги, за это деньги. И я так прикинул, у меня вторая чемпион, так смотришь и можно купить. И я так прикинул, может, говорю, лучше уже новую пилу купить. Ты что, говорит Олег? Такие пилы сейчас, говорит, не выпускают. Лучше, говорит, отремонтируй, и эта бензопила еще прослужит. И действительно, он сейчас мне доказал то, что он еще может, эта бензопила, и чемпион, вот, и Husqvarna. Также вот у нас холодильник пару лет назад что-то реле там, в общем, отказало. Тоже же присматривал, там новый холодильник, что ли, купить, думаю. А потом мастер говорит, такие холодильники, говорит, уже не выпускают, все, таких уже не будет. Сейчас еще китайское или еще какое-то определенное вот количество времени он работает, и все, он больше не будет работать. И это действительно так, ребят. Что не возьми, вот чайник я покупал, 3 месяца отработает, и все, что-то с ним начинает случаться. 2 чайника уже купил. Вот определенное, вот сказали год, все, больше года он не будет работать, хоть убей. И новые холодильники больше 3 лет, говорят, уже не работают. А у нас старый холодильник, не помню уже, когда мы покупали, наверное, лет 20. Какой 20? Уже сыну скоро 30 лет будет. Это на 30 лет уже холодильнику и есть. Он работает и работает. Где-то что-то поменял, 2 раза отремонтировали, и все, нормально. Так что пока так, пока пилит, пока... Я про эту Husqvarna ничего плохого не буду говорить. Никогда, ни разу. Он меня не подводил, уже верой и правдой, сколько. Я в лесу работал, зарабатывал. И вот тогда я начал покупать. У меня только бензопила Урал был. Поженились мы с Викторовной, потом бензопила Урал брал. После этого уже собрали деньги на Husqvarna. Не помню уже, сколько это стоило. Husqvarna купил. И потихоньку все остальное это. Вот. Ну, немножко поболтал, как всегда. Я люблю болтать на камеру. Кто слушал, молодец. Так что берегите все старое. Старое еще работает, а новое, это не знаю. Ну и чемпион тоже хорошая пила. Вот я вам показывал на походах и дрова заготовлю. Дома там лесовоз дров уже пару штук распилил. В воде там завалы, там валежники, который лежит в воде, там он тоже пилит. А этот хуже пилит. Вот этот. Это бензопила, он сцепление буксует, а чемпион лучше пилит в воде. А штиль еще лучше, говорят, больше. Но он не не буксует, я имею в виду. Вот. Ладно, сейчас я эти дрова оттуда, наверное, сюда куда-нибудь сложу, потом уже на УАЗике сюда подъеду и загружу, и под навес, это в июле, потом уберем. Что дров это хватит на целый сезон. Много дров получилось. Видите, сколько дров получилось. Вот тут пускай так будет. Накидал кучу. Дальше уже остается что делать? Рыбачить. Вот так. Был бы прицеп на трицикле, я бы сейчас перетаскал. Но тоже думаю, может в ближайшее время я куплю прицеп для трицикла. Тут недалеко вообще рядом. Комаров нету, хорошо. Производителей тоже прицеп продажи есть, но так немного делают. Может только под заказ. Но фаркоп уже я поставил. При покупке сразу сказал, что поставили, и уже не надо насчет этого заморачиваться. Вот эта штука тоже надо
как бы реверс, о реверсе уже я говорил, и фаркоп, ну, при покупке что думаем, экономим мы, и да, потом сам доделаю, сам приварю, все это сам сделаю, крепление, вот это. Но, ребят, все это, конечно, занимает время, если сварочными работами еще не занимаешься, то кого-то просить делать это все бесплатно никто не будет делать. И вот вроде хочешь сэкономить, но получается наоборот. Вот. А так уже производителям скажешь, они поставят. Ну понятно, это дополнительные опции. Но зато уже вот насчет прицепа подумаю. Потому что я с собакой, когда езжу, здесь тесновато рюкзак, все это дело. Собака еще моя рослая там стоит. Посмотри, сколько ушло топлива. Ну, заправка хватило легко. Я взял еще в запас, думаю, там не хватит. Да, еще на донышке есть чуть-чуть. Где-то чурок 3 легко еще можно спилить. Здесь вот дрова еще. Вот эти сухие еще сюда сложу. Елка — это хорошая тема, ребят. Когда на костре, вот у меня там сейчас сосна, дрова и еще сырая береза. И сколько дыма. А когда вот здесь сосны, вот в прошлом году я заготавливал здесь сосны. Смолистые они, все равно. Вроде на вид смолы нету, но вот, к примеру, вот сучья, они все в смоле. В сучьях очень много смолы. Вот. А вот елка, у елки минимум дыма, жар офигительный, вот она. Это в прошлом году тоже, или когда я заготавливал, получается, позапрошлую осень, но он там лежала. Нет, или в прошлом году я это возил, и ту елку спилил там на краю дороги, там валежник был. Сейчас по-новому там навалило, капец. Дров дофига. А чуть пониже там сосны сколько там навалило. Деловая древесина там лежит, капец. Ну тоже на дороге, в принципе, можно испилить при желании. Так, ладно, сейчас я прикормлю. Вон рыба хорошо идет. Прям без очков вижу. Вон. Кормится. Так что сейчас я сюда прикормку накидаю и уже чуть позже порыбачу. По всей реке идет елец. Ельцы поднимаются это на ручьи каждую весну. И осенью также скатываются. Пришло время у них. Там они после нереста, ну там все лето на ручье холодная вода. Там и живут. Хочется вот на этот к лосиной туше сходить, съездить. Да блядь, что-то стрёмно, ребят. Ружья нету. Страшно. Может и не съест, но напугать может. Потому что не знаю, как быть. Охотиться. Прокатиться, что ли, сейчас днем он на лёжке где-то. Вечером, ночью он, конечно, бродит. Сейчас он на лёжке. И так идешь, и вдруг, блин, появится. Внутренняя, как сказать, фантазии головы, блин. Голова фантазии всяко разные, как он нападает, там еще что-то там. Был бы кто-то еще, вдвоем веселее. Хоть с собакой, хоть с напарником каким-то. Одному что-то жим-жим. Ребят, быстренько прикормку сделаю. Мои хлопья. Вот
я еще бахну. Растительное масло. Желательно надо вонючее растительное масло. Не рафинированное. Самое главное удержать рыбу, чтобы они возле прикормки там держались. А потом уже этой прикормкой нормально я буду рыбачить. Это так, быстрая каша. Напихаю сюда. И эту прикормку сюда поставлю. Он из бутылки будет выходить. Рыба будет кормиться, и здесь он будет стоять. Надеюсь, немножко притормозит идущую рыбу, которые поднимаются сейчас, а может уже давно поднялись. Прикормка у меня на весу получилась, не на земле. Течением потихоньку будет смывать с бутылки. И отсюда уже буду рыбачить в этом месте. Думаю, кого-то поймаем. Вот. Погода шикарная, ветерок, комаров нету. Дерево скрипит как. Угу. Ну не знаю, надеюсь, не уплывет. Как-то поставил. Сейчас подойдут, куча рыбы будет. Мелочь. Он уже плавает, видите. Там от растительного масла запах будет идти. И от ржаной муки. Ну и хлопья свое дело будут тоже делать. Вон он. Не крупные пока я вижу. Да и крупные они всегда по дну идут. След лоща от избы отъехал. На днях ходил. Сюда зашел. Вот валежники свежие. Смотрите, сколько навалило-то. Полоса. Так, ребят, ну что, жим-жим продолжается. Вот тут лось. Я, ребят, на лодку поднимался, я озвучивал, где-то здесь должен быть лось. Я думал, здесь на повороте, а он оказывается на другом, на этой стороне.
Вот. Здесь проедешь и на повороте вот тут. Здесь, короче, река вот так проходит. И на повороте. Там он находится. Я имею в виду остаток лося, который задавил медведь. Хочется и колется. Блин, опасно, страшно. Не знаю, как быть. Может, он уже ушел, но хочется посмотреть, и что-то меня держит, чтобы я туда не пошел. Если бы знал, что он там, я бы, конечно, остановился с собакой безопасно. Вот. А сейчас вот думаю, как быть, что делать. Тут вообще есть заезд, там валежники, может и не проеду на этом, на трицикле. Можно пешком сходить. Но еще раз говорю, ребят, что-то меня держит. Сейчас я поеду до... Тут мостик, за мостиком там заезд уже будет. Посмотрю, там следы свежие есть, нету. Если он ходит, то он там должен заходить. Или же там вот озеро будет, или за озером. Меня уже трясет. Ё-моё. Как быть? Я не трус, но немножко боюсь. Это зверь. Не надо забывать об опасности. Когда ты еще без ружья. С ружьем и то страшно бывает. Тут лиса или куница ходила. Возможно, лиса. Следов не вижу свежих, чтобы вот ходил. Через страх свой иду. Не знаю, что будет. Ой, бля, капец. Не знаю. Дошел уже половину. Но если, может, он тут. О, бля, по старинке взял этот дубину. Ух, была не была, ребят.